Обязательно все, болеющие за нас, поддерживающие Сыймыха Джапакеева, пишите лайки, обязательно комментарии оставляйте, свои взгляды, не бойтесь, комментируйте. Вот таким образом мы должны демократично до власти доводить наше мнение, не боясь. От этого, вот все, что мы комментируем в соцсетях, это все видят, это все читают. Все, что у нас в душе, все, что у нас в голове, все наши мечты, все это и есть. Открыто мы пишем. Скрывать нечего. Наша самая главная задача и мечта – это реально совершить реформу в этой стране. Мы должны хоть раз в жизни правильно, демократично это сделать. Дважды переворачивали, хватит, надоело. Все мы это видели, сами даже участвовали в этом. Вот 10 лет прошло с последней. Что мы получили? Ничего не получили. Вот Сыймых, кроме этой кухни, в съемной квартире, ничего не получил. В съемной квартире, вот он здесь сидит. Это не его квартира, он снимает. У него, у человека, который всю жизнь проработал, 17 лет проработал в прокуратуре, нету квартиры. У нас сколько сотрудников есть, которые уходят на пенсию без квартир. Всю жизнь вот так вот проходит. В конце и детям оставить нечего. Поэтому мы должны построить нормальное государство, которое будет заботиться о своих сотрудниках, о своих государственных служащих, чтобы была достойная зарплата у всех, чтобы никто не нуждался ради того, чтобы прокормить свою семью, ходить там, вымогательствами заниматься, воровать, участвовать вот в этом всем беспределе. Мы должны сделать нормальную страну. Должны, это наша задача. Давайте, ребята, настраиваемся на серьезную работу. Мы должны подготовить команду, у нас нет времени много. Месяц-два мы должны успеть создать новую команду, новых реформаторов, которые мы должны презентовать людям. Люди должны поверить и в конце концов выбрать этих ребят на выборах. Не за деньги, а только из-за того, что нужно страну менять. Без денег ребят надо выбрать, без денег. Даже если надо будет, мы должны эти деньги сами из своего кармана хоть по 100 сомов собрать все и обеспечить, чтобы у этих людей были хоть какие-то деньги на выборах. Почему? Потому что по Текебаевской конституции, по закону о выборах, партия должна собрать 5 миллионов сомов залога и в ЦИК. Откуда у чистых ребят будут эти 5 миллионов сомов? Откуда? У них квартир нету, машин нету, на бензин денег нету, на маршрутку. Откуда? Поэтому мы должны собрать эти деньги для этой партии. Собрать. Дать им наказ. Чуть-чуть денег на их рекламу. И все, и вперед. Мы должны эти выборы сделать честными. Народ должен понять, что даже по одному сому мы должны собрать, по 100 сомов собрать. Но чистыми руками, с чистыми намерениями сделать это все в этой стране. Понимаете, ребята? Вся надежда на вас, Вот ваша помощь. Каждого из вас. 6 миллионов кыргызов, подпишитесь, граждан нашей страны, на Сыймыховский канал, на наш канал. Как только за 1 миллион подписка пройдет, YouTube будет платить деньги официально. Facebook начнет платить, все соцсети будут платить. То есть мы должны помочь хоть таким образом попытаться собрать эти деньги людям. 1 миллион просмотров сделайте, все. Пашинян же смог это сделать. Мы что, не сможем, что ли? Сможем. Поэтому, ребята, поддерживайте пока вот так. Потом, когда у нас будет активная политическая работа, тогда уже это совсем другой уровень. Но для этого уровня мы должны подготовиться. Поэтому мы должны собрать вокруг себя команду новых реформаторов, ребят. Если вы кого можете предложить официально, предлагайте нам, Чонгазату. Вот этот парень может вам энергетику от коррупции избавить. Вот этот может ваше Министерство образования от коррупции избавить. Вот этот может у вас полностью транспортную сферу. У нас практически все министерства коррумпированные. Все, мы же знаем об этом. Ребята, давайте нам таких молодых ребят. Мы должны их увидеть, услышать. Они должны реальные программы написать. Прийти, выступить перед обществом, перед нашими людьми. Хотя бы обкатку пройти. Мы должны услышать. Взять лучшее, может быть, чем-то дополнить и сделать. Реально мы должны народную программу создать. Обратно, поднятие нашего государства. Мы
Мы должны альтернативную программу написать развития нашего государства. Это должна быть народная программа, а не программа какой-то там одной персоны или вождя из какой-то партии. Ребята, должен быть большой коллективный труд. И эту народную партию мы должны сами создать. Сами этих ребят обязать мозгами пошевелить немного, а потом чуть-чуть им помочь хотя бы финансами, и эти ребята сделают. Поверьте, сделают. Мы их заставим. Для чего мы их будем выбирать? Для того, чтобы они делали. Наша задача вот таких ребят найти, вселить в них надежду, потому что это как в школе. Мы же все в школах учились же. Наши все отличники в классах никогда не были героями, хулиганами, выскочками. Урматтуу мекендештер, бүгүн экстренный кайрылуу менен чыгууга аргасыз болуп атабыз. Чоң Казат кыймылынын атынан. Анткени бүгүн Ички иштер министрлиги тарабынан маалымат каражаттарына тараткан маалыматына таянсак, биздин кыймылдын негиздөөчүсүнүн бири Сыймык Жапыкеевке каршы ишти козгошуптур. Ал ишти деген Кубанычбек Жумалиевдин арызынын негизинде деп жазып атышат. Бул иштин козголушунан кийин дагы бир маалымат келип атат. Мынакей, аз эле убакыт өттү, 17:55 деп таралтылыптыр. Биздин деген финансы полициясы Жумалиев Кубанычбектин үстүнөн дагы иш козгошуптур. Мыйзамсыз баю беренеси боюнча дейт. Ыкчам кайрылуу менен чыгып атабыз. Анткени буга чейин өзүңөр билгендей 3-4 күн мурун ар кайсы сот тармактарда Чоң Казатты каралоо менен ар кандай маалыматтар таратылып, көчө мурда күнү бизге кыймылга чалып, Чоң Казат кыймылы кандайдыр бир терс көрүштөргө барабы, барбайбы деп суроо жөнөтүп ачты дагы биз деген расмий түрдө билдирүүнү кетиргенбиз. Чоң Казат кыймылы эч кандай митинг, башаламандык жана башка мыйзамсыз укуктарды бузууга эч кандай чакыруу жасаган эмес, андай көздөгөн эмеспиз. Ошон үчүн андай максаттарыбыз жок. Бул бардыгы деген Чоң Казатты каралоо, кара пиар жасаганга деп көздөлгөн үчүнчү күчтөрдүн аракеттери деп эсептейбиз. Анан бирок бүгүн биздин Сыймык Жапыкеевке карата козголгон ишти дагы кандайдыр бир күчтөр өздөрүнүн кызыкчылыгына пайдаланып кетпесин деп атайын айтып атабыз. Биздин Чоң Казатты колдогондор, Сыймык Жапыкеевди колдогондор, силер деген ушул маалыматты уккандан кийин Сыймык Жапыкеевке каршы иш козголду дегенден кийин дүрбөлөңгө салбагыла, эч кандай провокацияларга алдарбагыла, эч кандай мыйзам бузууга жол бербегиле да өзүңөр катышпагыла, уюштурбагыла. Ошентип биз өзүбүздүн маданиятыбыздын бийиктүүлүгүн, мыйзамдуулукту сактаганга чакырып атканыбызды мамлекетке, элге далилдеп беришибиз керек. Сыймык Жапыкеев эч качан өзүнүн сөздөрүндө андай ойлорду жана пикирлерди айткан эмес. Ошону түшүнүшүңөр керек. Эми биз деген баарын мыйзам чегинде, мыйзамдуу жол менен жасашыбыз керек дагы. Мынакей, бүгүнкү күнү Сыймыкка каршы ушундай иштер болуп атса дагы биздин мамлекет буга чейинки канча кайрылуулар негизинде Жапыкеевдин өзүнүн жасаган кайрылуусуна, Чоң Казат кыймылынын аркасынан канча маалыматтар тарагандыгынан ГСБП, Финполиция Жумалиевдин үстүнөн дагы иш козголуптур. Бул биздин жарандык коомдун жана Чоң Казаттын бир жеңиши. Ошо менен силерди куттуктап коеюн. Уважаемые сограждане, сегодня экстренно выходит с видеообращением данным. После того, как мы получили информацию из средств СМИ о том, что в отношении одного из наших соратников, одного из лидеров движения Чоң Казат, Сыймыка Жапыкеева, со стороны Министерства внутренних дел было возбуждено
досудебное производство, которое уже считается как возбужденное уголовное дело. Теперь, после того, как эта информация была распространена официально МВД, все средства массовой информации тиражируют, мы официально вынуждены заявить о том, что какие-либо третьи силы не могли воспользоваться именно этой ситуацией и спровоцировать недовольство народа, и чтобы это все не отразилось ни на Сыймык Хаджапекееве, ни на нашем движении Чоңгазат. Потому что есть силы, которые хотят именно таким образом спровоцировать различного рода массовые акции протеста и потом на этом попытаться реализовать свои коварные планы. Мы не допустим этого. Движение Чоңгазат и Сыймык Хаджапекеев никогда никого не призывали к незаконным действиям. Мы всегда говорили только о законных методах воздействия на нашу власть в интересах народа. Поэтому мы были очень рады получить другую информацию, которую тоже распространили средства массовой информации, о том, что в отношении Кубанычбека Джумалиева органами финансовой полиции тоже было возбуждено досудебное производство. И это является доказательством того, что государство обратило внимание на многочисленные факты и обращения людей к депутатам, к Жогорку Кеңешу, лично к Никитенко. Очень много фактов было озвучено на различных телерадиоканалах и в соцсетях. Поэтому на сегодняшний день можно констатировать, что государство услышало глаз народа и началась проверка в отношении имущества Кубанычбека Джумалиева. Это является нашей общей, первой только победой. Поэтому мы должны на этом не останавливаться, но при этом призываем народ не поддаваться на провокации третьих сил, которые до этого распространяли информацию в СМИ, что якобы от имени Чоңгазата некие готовят какие-либо акции протеста. Никогда у нас таких планов не было и не будет. Мы, движение Чоңгазат, и в том числе Сыймык Хаджапекеев, всегда призывали только в рамках закона действовать и побуждать наше государство выполнять свою непосредственную функцию в защите интересов наших граждан и государства.